эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Смотрите в программе. Средний размер пенсии в Якутии составил 18 тысяч рублей. Такие данные приводят в Республиканском отделении пенсионного фонда. В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Елки». В сюжете Якутии отведена отдельная роль. Горы нелегального песка в Якутске решили бороться с так называемыми накопителями песка. Что ждет нарушителей, в репортаже нашей съемочной группы. С турнира на тренировку якутский боец Борис Федоров после триумфа в Хабаровске восстанавливает силы в домашнем зале. «Семья года» в Якутии подведены итоги традиционного республиканского конкурса. С 1 января выплаты для неработающих пенсионеров вырастут на 7%. Об этом сегодня сообщили в Пенсионном фонде Якутии на республиканском совещании, где подвели итоги работы органов ПФР за 11 месяцев текущего года, рассказывает Александр Лысак. В Якутии проживают 275 540 пенсионеров. Прирост с начала года на 1887 человек. Большая часть, 81%, получателей страховых пенсий по старости. У нас количество пенсионеров все время только повышается. Реформу 2002 года мы начинали с количеством пенсионеров якутян 198 тысяч. На сегодня у нас проживает 275 тысяч получателей пенсий. При этом количество новых назначений, то есть новых пенсионеров, лиц, выходящих на пенсию, оно с каждым годом уменьшается. Мы раньше назначали в год в самые пиковые времена до 25 тысяч новых назначений, то в 2017 году мы назначили всего 17 300 новых пенсий. Якутия подготовилась к предстоящим изменениям пенсионной системы. Стоит отметить, в республике сохранили все действующие льготы для пенсионеров-северян. Мы живем в суровых условиях севера, и к этому возрасту мы, как пенсионники, конечно, здоровье, конечно, подкачивает, и то, что оставили прежний возраст пенсионный, это, конечно, нам очень выгодно. Не секрет, что наша молодежь в основном без работы, не обеспечена работой. В наших селах вообще с этим проблема. Безработица составляет очень большой процент. Поэтому мы, пенсионеры, являемся основной опорой в семье. С 1 января выплаты для неработающих пенсионеров вырастут на 7%. В общей сложности размер пенсии увеличится на 1000 рублей и составит 15 500 по России. Прибавку в 2500 получат пенсионеры, которые живут в сельской местности не менее 30 лет. Необходимо отметить, что это почти в 2 раза больше, чем предыдущие индексации. В последние года мы, к сожалению, индексировали страховые пенсии на уровне только 3-4%. Вы знаете, что мы с 2018 года начали проводить индексацию страховых пенсий не с 1 февраля, как у нас было раньше, а с 1 января года. Поэтому индексирование пенсию все пенсионеры-якутяне, в первую очередь неработающие якутяне, будут получать уже полные 12 месяцев в году. Пенсионный фонд развивает и онлайн-сервисы. 18 услуг из 25 уже предоставляют в электронном виде. У нас в нашем управлении работает клиентская служба, и в клиентской службе обслуживаем клиентов по электронной очереди. В этом году, вот буквально в прошлом месяце, нам установили новую электронную очередь, которая облегчила прием граждан и улучшила качество обслуживания. И очень используем широко электронные сети. У нас ежедневно обращается порядка 40 человек по электронным каналам связи, через личный кабинет застрахованного лица, и порядка 200 человек приходит на прием лично. Средний размер пенсии по республике составляет более 18 тысяч рублей. В 2019-м накопительную часть по-прежнему будут тратить на выплаты нынешним пенсионерам. Напомним, эта мера введена 4 года назад. Заморозку продлили до 2021 года. За счет этого маневра уменьшится бюджетный трансфер в Пенсионный фонд России на 609 миллиардов рублей.
Александр Лысак, Александра Охлопкова, Григорий Охлопков, Якутск. «Алрос» остается социально ответственной компанией. Это инвестиции в социальные программы не только в районах алмазодобычи, но и в целом по Якутии и России. Кроме этого, компания помогла республике в сложный финансовый период. Об этом по итогам совещания «Алроса» с членами правительства сообщил глава республики Айсан Николаев. Стороны заключили ряд важных соглашений. Тему продолжит Марианна Кутукова. Якутия смогла избежать пропасти. Неэффективное использование бюджетных средств чуть не привело республику к финансовой катастрофе. К началу этого года кассовый разрыв составил 30 миллиардов рублей. Избежать кризиса помогла «Алроса». Компания в результате изменения дивидендной политики направила бюджет республики дивидендов на 9,5 миллиардов рублей, больше, чем планировалось. Во многом благодаря этому нам удалось закрыть бюджетную дыру, выполнить социальные обязательства, обеспечить заработную плату работникам бюджетной сферы, снять напряженность по платежам предприятиям ЖКХ и энергетики. 2 миллиарда 771 миллион рублей дополнительных дивидендов от «Алроса» получили также улусы Алмазной провинции. Социальную деятельность компания ведет во всех районах присутствия. За 20 лет «Алроса» вложила в развитие Нюрбинского района 4 миллиарда 700 миллионов рублей. На эти деньги в селах и городе Нюрбе построили школы, детские сады и десятки соцобъектов. В этом году «Алроса» и Нюрбинский район подписали новое соглашение о сотрудничестве. Ежегодно алмазный гигант будет перечислять муниципалитету 324 миллиона рублей. Хочу заверить, что все социальные отчисления, которые группа компании «Алроса» осуществляла в бюджет Нюрбинского района, будут сохранены. Кроме того, все платежи, которые были в республиканский бюджет, также мы обсуждали с Айсеном Сергеевичем, будут, естественно, сохранены компанией. Достигнуто соглашение и по возмещению ущерба после инцидента на реке Вилюй. «Алроса» будет ежегодно перечислять дополнительно 150 миллионов рублей в целевой фонд будущих поколений. Он, в свою очередь, будет распределять деньги по 5 пострадавшим районам. Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы компания эффективно развивалась, противостояла всем рыночным вызовам и продолжала платить сотни миллионов в алмазные провинции и десятки миллиардов в бюджет республики Саха-Якутия. То, что обсуждалось в части фонда будущих поколений, то это дополнительные деньги, которые пойдут на решение вопросов с доставкой чистой питьевой воды, с приобретением установок по очистке воды, ряд других мероприятий. Правительство и главы Вилюйской группы районов должны в кратчайшие сроки разработать и принять программу по обеспечению чистой питьевой водой. По словам главы республики, окончательное решение по этому вопросу будет принято в первом квартале следующего года, после чего начнется финансирование. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. Между тем, вопросы, посвященные инициативному бюджетированию как механизму поддержки, обсудили в Государственной Думе. Парламентарии говорили об участии населения в решении вопросов местного значения. Репортаж нашего корреспондента в Москве Татьяны Черемкиной. В 57 регионах России активно развивается институт инициативного бюджетирования. Применение этого механизма позволяет эффективно решать отдельные вопросы местного значения, наиболее актуальные для конкретных муниципальных образований. В основном это связано с развитием и обустройством территории. Весь объем поступлений в местные бюджеты приходится на небольшие поселения. Действительно, этот проект является приоритетным для Министерства финансов, и о его параметрах Алексей Николаевич сказал, но я должен привлечь ваше внимание к докладу о лучших практиках инициативного бюджетирования. Очень приятно констатировать то, что впервые один из субъектов Российской Федерации, Республика Саха-Якутия, по результатам специального международного конкурса, который проходил в этом году в Барселоне, вошла в 5 лучших практик инициативного бюджетирования. И пользуясь случаем, надо, наверное, поздравить. В обсуждении практик инициативного бюджетирования в Госдуме приняли участие заместитель министра финансов России Алексей Лавров, представители Общественной палаты, регионов, эксперты. Многие субъекты добились успеха в развитии участия граждан в бюджетных решениях. Сегодня очень интересен был опыт, в том числе Республики Саха-Якутия, который один из лидеров в вопросах инициативного бюджетирования был представлен и является одним из пионеров этого процесса в Российской Федерации.
Коллеги поддержали нас и пожелали удачи. И один из членов Совета Федерации действительно высказал мысль, что нам нужно выходить и на международный уровень, что у нас граждане очень активные. И я лично считаю, что проект реализации Республики Саха-Якутия, он действительно на высоком уровне, надо его развивать. Участники совещания ознакомились с лучшими практиками поддержки местных инициатив. Обсудили, как мотивировать население в вовлечение в бюджетный процесс. Следующая важная веха в развитии инициативного бюджетирования – это инициативное бюджетирование в городских округах и в городах. Вторая очень важная история, о которой мы говорили, это распространение принципов инициативного бюджетирования, методологии инициативного бюджетирования на новые государственные программы. Рассмотрев и обсудив вопросы инициативного бюджетирования, участники круглого стола выработали рекомендации с тем, чтобы выйти на законодательные решения. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Перевыполнили программу по освещению благодаря сэкономленным средствам. В Ленске, помимо запланированной улицы Победы, новые светодиоды засияли и на других улицах частного сектора. Жители микрорайона Чанчик-1 не раз обращались с жалобами. Стало ли светло на улицах этого микрорайона, узнавала Анна Кожевникова. Жители микрорайона Чанчик теперь могут беспрепятственно передвигаться в темное время суток. Новые светодиодные лампы установили вдоль всей улицы Сунтарских строителей. Новые светодиоды засияли на Сунтарских строителей, но и другие улицы не остались без света. Там также установили светильники, таким образом полностью обеспечив освещение всего микрорайона. У нас всегда были проблемы с освещением. Старые лампы то горели, то не горели. А сейчас идешь, светло как днем. Очень хорошо. Но нынче более-менее за микрорайоном следят. Дороги чистят частенько. Также были реконструированы опоры линий электропередач. Не только Чанчику уделили внимание в этом году городские власти. Объем, который мы запланировали, мы его выполнили. Это улицу Победу мы планировали на 2018 год. Но в связи с тем, что в рамках конкурентной процедуры у нас произошла очень бешеная экономия в виде уторговки, мы эти денежные средства согласовали и перераспределили на другие объекты. В приоритет мы поставили это микрорайон Чанчик. То есть у нас там была проблема, как с линией, так и со светильниками. То есть там обычные дырелки были. Жители улиц частного сектора в центре города также часто обращались с жалобами на плохое освещение. Теперь эта проблема решена. Новые светильники на таких же новых опорах линии электропередач появились в переулке Больничном, на улицах Чернышевского, Замир и Ленских событий. Проживаем здесь на Ленских событий 68-го года. Вот наш дом. И всегда было темно, и грязно, и улица такая темная. А сейчас вот спасибо, сделали нам свет. Прекрасно. Рано же зимой темнеет, 6 часов уже темно. А здесь такая, и люди, и дети в школу ходят, и новые дома выстроились, молодые живут, с детьми учатся, ходят. На этом городские власти не останавливаются. Программа по освещению города и по переоснащению светильников на более практичные, а также реконструкции линий электропередач продолжится в 2019 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Несанкционированные накопители песка заполонили промышленный округ Якутска. Об этом сообщает Управление муниципального контроля столицы. Речь идет о тех кучах песка, которые нелегально для своих нужд завозят строительные и транспортные фирмы. Теперь в городе с этим явлением решили бороться. Каким образом, узнавал Дмитрий Тымыров. Сплошные горы песка, незаконные. Участок по улице 50 лет советской армии в Якутске предназначен для размещения производственных и административных зданий. Аналогичная картина в 5 минутах езды. На улице Пристанской в округе 7 песочных куч. Из этих 7 накопителей один точно находится в пользовании. Здесь нарушений не было. Но 3 накопителя, большие накопители, это от 1000 до 500 кубов, это накопители самовольно установлены, выполнены. Найти собственников накопителей невозможно. Не просто безответственность, уверены городские чиновники. Налицо грубое нарушение закона. Согласно правилам благоустройства города Якутска, складировать бытовые отходы и строительные материалы различного характера запрещается возле частного сектора. Разрешается только временное хранение, которое не должно продлиться более 10 суток. Как грибы после дождя, говорят жители о несанкционированных кучах песка. Каждую весну, когда тает снег, здесь появляются непроходимые болота. Есть город, много есть курорт, есть мусор, вода.
Можно. Да здесь все надо убрать, все хорошо будет, город хотелось бы еще хорошо было. Нарушителей закона при выявлении собственников будут штрафовать. Сейчас по-хорошему просят убрать склад песка. В ближайшее время, отмечают городские чиновники, дополнится действующее земельное законодательство. За прилегающую территорию будут отвечать и собственники участков. То есть вот за эту еще прилегающую территорию, кроме того, как собственник, владелец территории отвечает за собственную территорию, которая у него в пользовании, в собственности, так и будет отвечать за эту прилегающую территорию. Так вот, как вы говорите, строительный мусор и вообще какие-либо отходы, они вообще не должны лежать на территории, как прилегающей, так и внутри территории собственника. Они должны все быть складированы, вывезены на полигон складирования. Сейчас максимальный размер штрафа 5000 рублей. Если примут дополнение к закону, то сумма может увеличиться. Подобные проверки несанкционированных участков проведут и в других округах Якутска. В городской администрации уверены, столица от брошенного песка еще не скоро сможет избавиться. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Справки, отчеты и отток населения. С чем профессиональный праздник встречают сотрудники ЗАГСа Алданского района. С боя на тренировку. Якутский боец Борис Федоров после триумфа в Хабаровске восстанавливает силы в домашнем зале. Семья года. В Якутии подведены итоги традиционного республиканского конкурса. В эфире Якутии-24. Итоги дня. Мы продолжаем. Сегодня день сотрудников ЗАГСа. Декабрь – пора напряженная. К регистрации актов гражданского состояния добавляется составление отчетов. Кроме того, с 1 октября началось формирование единой федеральной государственной информационной системы. Сотрудников Алданского ЗАГСа в профессиональный праздник за работой поздравила и наша съемочная группа. Выдача свидетельства о рождении, замена утерянного документа, постановка штампа, прием заявления о регистрации брака. В отделе ЗАГС по Алданскому району работы, как всегда, много. В декабре свободного времени у специалистов нет. Пора готовить отчеты. Работа мне очень нравится. Конечно, без сложностей не обойтись. Люди разные бывают у нас. Но в целом работа очень интересная. Демографические тенденции прошлых лет прослеживаются в 2018-м. Средняя продолжительность жизни от 60 до 70 лет. Основными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. Естественный прирост по-прежнему отрицательный. Это связано с объективными причинами. Во-первых, отток населения у нас идет из нашего Алданского района. И потом сейчас рождаемость, например, почему, мне кажется, меньше, потому что сейчас как раз в детородный период вступили граждане, которые 90-х годов, которых было самих мало. В среднем продолжительность жизни у женщин на 10 лет выше. Пышные свадьбы сегодня поют и пляшут нечасто. Большинство пар ограничиваются формальной регистрацией и семейным ужином. Кризисы первых лет совместной жизни для многих оказываются непреодолимыми. Распадается немало молодых семей. Впрочем, проверка временем тоже не является гарантией стабильности брака. Бывает и такое, что прожили 1 год в браке, и уже распадается брак, и даже меньше. Но и много также таких браков, которые прожили уже 30-35 лет. В последние месяцы работы у сотрудников отдела ЗАГС прибавилось. С 1 октября началось создание единого государственного реестра записи актов гражданского состояния. Да, работы еще, конечно, ведутся, потому что программа в целом еще не доработана. То есть какие-то вопросы все равно возникают. Чтобы восстановить, например, утерянный документ, сегодня человеку необходимо делать запрос в тот ЗАГС, которым этот документ был выдан. Через единый госреестр гражданин сможет подтвердить свой статус в любом ЗАГСе страны. Формирование федеральной государственной информационной системы продолжится до 2021 года. Татьяна Махнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске чествовали победителей премии главы республики «Семья года». Конкурс проводили по 5 номинациям. С победителями пообщалась Сусанна Рожина. Какая она современная семья? Какие ценности нужно прививать детям? Ответы знают Майтахонов из Верхневилюйского района. Они победили в конкурсе «Семья года». В воспитании придерживаются таких принципов, как сохранение национальных традиций, языка, уклада и культуры.
Я педагог, который училась Константину Спиридоновичу Черяеву. Да? Я 2 года училась в 5 классе в село Росу, Верхневолинского улуса. И я знаю с малых лет, как воспитывали наши предки, наших детей. Поэтому мы с мужем стараемся учить наших детей традиционному воспитанию. Да? Воспитание народной педагогики лежит в Олонхо, наше якутское устное творчество, поэтому мы учим семье Олонхо. Конкурс «Семья года» не только укрепляет институт семьи, победители получают и денежный приз. Каждой семье по 300 тысяч рублей. Ежегодная премия семьи, она прежде всего главой республики направлена на то, чтобы семьи объединялись вокруг одной идеи. И получить право на эту премию, это значит, прежде всего, семья в течение всего года трудилась, работала. И это для них высокая награда. Для того, чтобы ощущать себя тем, кому эта премия дана. Победители регионального этапа в следующем году представят Якутию на всероссийском конкурсе. Шанс выиграть высокий. Например, в этом году многодетная семья Голиковых-Лебедевых победила в номинации «Семья. Хранитель традиций». Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске из Хабаровска вернулся боец Борис Федоров, который на международном турнире по панкратиону одержал победу. Напомним, якутский боец нокаутировал китайского спортсмена Асикир-Бая Джиня Сибиайка в первом раунде. Изначально якутянин настраивался на бой с другими соперниками, но даже несмотря на замены, бой оказался очень зрелищным. С Борисом встретилась Ольга Башук. Борис Федоров, 27 лет, 6'1", универсал. Очень хорошего, очень крепкого уровня. Неоднократный победитель международных турниров по современному панкратиону. Я чуть-чуть присматривался к нему. Спокойненько смотрел, что он делает. Ждал, может, чуть-чуть, чтобы он вымахался. Ну и спокойно просто выцеливал. Понимаете, просто мне нужно было подойти к нему поближе чуть-чуть. Потому что он выше меня. Двигался много. Мне нужно было просто к нему подойти, дистанцию свою найти, почувствовать и попасть. Искал этот момент, достал то, что отрабатывали на тренировках с тренерами. 4 минуты понадобилось Борису Федорову, чтобы расправиться с соперником. Зрелищный нокаут – лучшая награда для зрителей. Тренер нашего бойца доволен выступлением. Подчеркивает, именно вольная борьба помогла Борису добиться такого успеха в панкратионе. В Борисе сомнений не было. Я был 100% уверен, почему-то на этот бой, что Бора выиграет где-то в начале 2-го раунда, или в начале 3-го раунда, или в конце 1-го раунда. Я думал, нокаутирую, думал, нокдаун, что-то такое будет. Современный панкратион – гремучая смесь из ударной техники, борьбы и бразильского джиу-джитсу. Чтобы стать лучшим, нужно развиваться в каждом направлении. Борис Федоров постоянно ездит на тренировочные сборы в Таиланд, родину тайского бокса. Большая нагрузка ждет его и в Якутске. Иван Федорович расслабляться не дает. Вот только приехал с боя, говорит, на тренировку подтягивает. Так что, Паш. Борис Федоров – один из лидеров современного панкратиона в Якутии. В профессиональной карьере лишь одно поражение. На следующий год у спортсмена большие планы, которые связаны с современной федерацией панкратиона. Я хочу бой за пояс в этой организации, где я дерусь, в своей категории. И хочу в 2019 году взять пояс этой организации, стать чемпионом. А потом уже посмотрим, будем как-то дальше двигаться. Сегодня поясом организации AFP, который хочет завоевать якутянин, владеет хабаровский спортсмен Евгений Рязанов. Борис Федоров уже встречался с ним. Год назад на Кубке Илдархана наш боец уступил Рязанову. Недавняя победа на международном турнире в Хабаровске дает якутскому спортсмену право побороться за пояс с Рязановым в мае следующего года. Федоров уверен, реванш пройдет уже совсем по другому сценарию. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Якутск. Новый год в Россию приходит с фильмом «Елки». Это стало традицией с многолетней историей. В Москве в кинотеатре «Октябрь» прошел предпремьерный показ новогодней кинокартины. Татьяна Черемкина расскажет подробнее.
Елки последние станут самыми трогательными, волшебными и добрыми из всех, потому что любимые актеры будут прощаться со зрителями. 7-я часть новогоднего хита станет последней. Старые и новые герои фильма окажутся в круговороте веселых приключений в разных городах нашей страны, от Калининграда до Находки, в том числе в Якутске. В киноальманах вошли 5 новелл, и в одной из них герой собирается вернуться в Якутск. Напомним, что первая часть фильма начиналась с кадров, снятых в старом городе Якутска. В Москве, в России уже многие знают, что зима начинается с Якутии. Гости не только с Москвы собрались, приехали даже из Якутска. И новогоднее настроение создается с участием нашей республики, нашего города, нашей зимы, которая начинается зима в Российской Федерации. По традиции на предпремьерном показе любимые актеры встретились со зрителями. Ну, Якутия, да, конечно, ассоциируется с зимой. На мероприятие были приглашены и главные символы фестиваля «Зима начинается в Якутии». Гостям раздавали буклеты с приглашениями посетить наш северный край, а желающие сфотографироваться с Чисханом и Снегурочкой выстраивались в очередь. Не обошлось без того, чтобы не заговорили об якутском кинематографе, об успешном пути которого теперь знает вся Россия. Я прежде всего хочу поздравить всю Якутию с Новым годом. Якутское кино известно во всем мире, не только в нашей стране, но гремит оно, конечно, и мы все были поражены, насколько молодые, талантливые ребята смогли развить этот вид искусства и стать такими популярными везде. Поздравляю вас, молодцы. Старт проката картины в кинотеатрах страны намечен на 27 декабря. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.